Здравствуйте, уважаемые зрители! В 2022 году в республике отмечается 120 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту МАССР, первому профессиональному мордовскому певцу, обладателю уникального баритонального баса Иллариона Максимовича Яушева, фамилия которого известна не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. В Краеведческом музее хранится большой архив певца, который включает в себя фотографии, документы, личные вещи. Часть этого архива мы вам покажем прямо сейчас. Илларион Максимович родился 29, по другим данным 16 января 1902 года в селе Лобоски Лукояновского уезда Нижегородской губернии, ныне Ичалковского района Республики Мордовия, в крестьянской семье Максима Илларионовича и Пелагеи Тимофеевны Яушевых. Интерес к музыке стал проявляться у него в раннем детстве. Уже в этот период Яушев начинает петь в церковном хоре. После окончания трехклассной сельской школы Илларион Максимович работал пастухом, грузчиком и параллельно совершенствовал свои навыки пения в Нижегородском музыкальном техникуме. В 1927 году Яушев поступает в техникум при Московской государственной консерватории на хоровую специальность с правом сольного пения. Тогда же Илларион Максимович впервые выступил на всесоюзном радио. В 1929 году его переводят на первый курс консерватории в класс профессора Спиранского. Параллельно Яушев поступает на этнографическое отделение научно-композиторского факультета, где занимается изучением мордовских песен, которые он собирал и записывал во время многочисленных поездок по родному краю. Одним из результатов его работы стало создание в 1929 году при Мордовском клубе в Москве хорового коллектива. После окончания Московской консерватории в 1935 году Илларион Максимович поступает в оперную студию Большого театра, обучение в которой он завершает в 1937 году и возвращается в Саранск для работы в Мордовском государственном театре оперы и балета, который на тот момент находился в периоде становления. Впервые признание заслуг Яушева в музыкальном искусстве на республиканском уровне произошло в 1936 году, когда ему было присвоено звание заслуженного артиста МАССР. В годы Великой Отечественной войны Илларион Максимович неоднократно выступал с концертами перед солдатами как на передовой, так и в тылу, в казармах, на вокзалах, в госпиталях. Впоследствии Яушев был награжден медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за победу над Германией в Великой Отечественной войне и за оборону Москвы. В 1945 году ему было присвоено звание народного артиста МАССР. В 1948 году вся общественность республики и страны отмечала 25-летие творческой деятельности Иллариона Максимовича. Были организованы юбилейные концерты в Саранске и Москве, где певца чествовали коллеги и друзья. С 1948 года на протяжении 10 лет Яушев работал в Московской государственной филармонии, и лишь в 1958 году он вновь возвращается в Мордовию. В 1960 году Яушев стал заслуженным артистом РСФСР. Умер талантливый певец 31 мая 1961 года в возрасте 59 лет. Илларион Максимович Яушев обладал сильным голосом большого диапазона. В репертуаре Яушева были 25 оперных партий, в том числе князя Галицкого из оперы «Князь Игорь Бородина», Ивана Сусанина из одноименной оперы «Глинки», Пимена из оперы «Борис Годунов» Мусоргского, Мельника из оперы «Русалка» Доргомышского, Олеко из одноименной оперы Рахманинова, Дона Базилио из оперы «Сивильский цирюльник», Россини и так далее. Романсы, народные песни на русском, мордовском, украинском, башкирском, чувашском, марийском языках, а также песни современных композиторов. Иллариона Максимовича нет с нами уже больше 60 лет, однако в республике он является самым известным певцом, именем которого в 1994 году был назван Государственный музыкальный театр. К 120-летию Иллариона Максимовича Яушева сотрудниками Краеведческого музея была подготовлена выставка, которую мы назвали «Мордовский Шаляпин». Данное название было выбрано не случайно, так как Илларион Максимович неоднократно слушал пение Федора Ивановича, впоследствии сам исполнял его партии, ну и, конечно же, оба они обладали самым низким мужским певческим голосом, басом. Данная выставка будет интересна не только поклонникам творчества Иллариона Максимовича, но и всем ценителям русской и мордовской музыкальных культур. Обязательно приходите на нашу выставку.